Заведующая бактериологической лабораторией санэпидемстанции Гагарского района Сусана Туманян не может сдержать радости. СЭС она работает с 80-х годов прошлого столетия. И впервые за эти годы здесь идет капитальный ремонт. Врач-бактериолог вспоминает, что все послевоенное время работать приходилось в тяжелых условиях. Ветхие стены, холод и плесень. Даже отдыхающие, когда приходили, особенно когда инфекционные кишечные заболевания начинаются, август, сентябрь, октябрь, приходили, они в шоке были. У нас стены были все разломаны, в плесени, в грибке, у нас даже окна не было. И сидели, дрожали. Зимой сидели, дрожали в дубленке. Хотя, я говорю, мы анализы все делали как полагается. Обслуживали население, проверяли объекты, все делали как полагается. Но сейчас спасибо нашему главврачу, спасибо администрации. Ремонтные работы начались в июне 2022 года. После обращения в Гагарскую администрацию главврача СЭС именно Язычева специалистами была составлена проектно-сметная документация. Восстановление объекта проходит в 3 этапа, 2 уже завершены. На ремонт здания из местного бюджета выделено более 20 миллионов рублей. Так объект будет выглядеть после завершения работ. Первые 2 этапа уже мы закончили, на них ушло где-то 6,5 миллионов. Пока процесс мы еще не запустили в работу, мы ожидаем стабилизатора, так как есть проблемы с напряжением. Вот со дня на день они поступят, и мы сможем перевести уже и запустить ПЦР-лабораторию, которая сейчас находится в Центральной районной больнице. Еще один объект, восстановление которого финансируется за счет средств местного бюджета – Гагарский детсад номер 7 по улице Абазга. Он давно не функционирует. Все, что оставалось от здания долгие годы – это ветхие кирпичные стены. Уже в сентябре 2023 года детский сад откроет свои двери для сотни детишек. Практически с нуля восстанавливаем. Тут раньше был старый детский сад, который пришел полностью в негодность. Ничего кроме стен не было. В общем, идет полная реконструкция этого объекта. Работы в процессе идут. Очень надеемся, что к концу этого года мы уже будем его ввести в эксплуатацию. Общая сметная стоимость данного объекта 58 миллионов рублей. Тоже все оплачивается со средств районного бюджета. За счет средств инвестпрограммы была восстановлена часть Гагарской набережной. Восстановление оставшейся территории финансируется за счет средств местного бюджета. Выделено более 36 миллионов рублей. Это 840 погонных метров. Около 5000 квадратов плитки было уложено, была реконструирована подпорная стена с крышками и со столбами по точно такому же проекту, который проходил по инвестпрограмме. Работы идут к завершению, осталось установить столбы освещения и по мелочи доработать уже кое-какие моменты. А так в целом к сезону все будет готово. На проспекте Владислава Ардзенба укладывают новую тротуарную плитку. Сметная стоимость проекта более 29 миллионов рублей. Работы финансируются из средств местного бюджета, а также при поддержке местных предпринимателей. Предприниматели города Гагра по просьбе администрации откликнулись и напротив своих объектов кладут тоже облагораживают тротуарные зоны. Протяженность порядка 7-8 тысяч квадратных метров. Весь проспект Ардзенба отремонтируют? Не совсем, он очень большой. До лета хотим основную его часть отремонтировать, восстановить все пешеходные зоны, а после летнего курортного сезона продолжить уже дальше. Еще одна приятная новость для жителей Гагарского района. В городе появится сквер имени Сергея Багапш. Сквер будет расположен на 7,5 тысячах квадратных метров. Это проект сам в себя включает 2 этапа реализации. Первый этап – это замена магистральных труб водяных. Одна диаметром 400, другая диаметром 350.
Данный этап подходит к завершению. Одна труба уже переподключена, вторая вот в течение 2-3 дней будет тоже уже заменена полностью. И начнем к реализации второго этапа, то есть уже разбивка непосредственно самого сквера. Сам проект предусматривает сметную сумму в 29,7 миллионов рублей. Деньги с районного бюджета Гагры. В общем, скорее всего, к концу года проект будет реализован. Мост через реку Жуйквара в Старой Гагре тоже ремонтируют. Масштабных ремонтных работ здесь не было еще с довоенных времен, рассказывает Адам Арцишба. На восстановление объекта местной администрацией выделено более 10 миллионов рублей. Было принято решение администрации Гагрского района облагородить, восстановить. Он не был аварийным. Мы просто решили, что это въезд в город, и он уже не соответствовал нашему городу, облик этого моста. Решили его чисто косметически привести в порядок. Тут будут заменены перила, будет установлена отбойная стена, и с 2 сторон моста будут пешеходные зоны. В Бзыбской школе номер 1 идет строительство спортзала. Прежний спортзал, по словам педагогов, из-за ветхости стал опасным для занятий физкультурой. Поэтому было принято решение его снести и построить новый. Из средств Гагрской администрации выделено более 27 миллионов. 40% уже сделано. Ну, в сентябре уже пойдет? И я думаю, что если финансирование будет вовремя, то пока никто не жалуется насчет финансов, успеют 1 сентября. А вот сейчас где дети занимаются? Когда хорошая погода, на улице проводим, естественно. Когда плохая погода, в классе шахматы, шашки играют дети и занимаются теоретическим сведением. Во второй Гагрской школе идут работы по замене кровли. Образовательное учреждение открылось в 1986 году. С тех пор капитального ремонта здесь не было. Благодаря Гагрской администрации у нас идет замена кровли. На 3-этажном здании кровля полностью заменена. Работы идут около месяца. Сейчас работы начинаются над 2-этажным зданием. С сегодняшнего дня будет проходить демонтаж крыши. И я надеюсь, работы займут около месяца, и кровля будет заменена полностью. Гагра – это наш город, девиз местных жителей. Этот слоган на въезде в город – часть истории. На протяжении многих лет эта вывеска на пересечении проспекта Арзенба и улицы Демерджипа нуждалась в реставрации. Сегодня восстановленная надпись с подсветкой на абхазском и русском языках приветливо встречает гостей. Гугу Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.